Хорошо. Возглавлял органы разведки и контрразведки. Именно в годы войны начала переносить результаты выстроенной им агентурной сети. Так, информация о предстоящем наступлении немцев на Курской дуге поступила от нескольких источников советской разведки. Некоторые из них остаются неизвестными до сих пор. Из донесений разведчиков Ставка Верховного Главнокомандования знала и о немецких планах направить танковую армию фон Клейста на Кавказ. Целью операции «Эдельвейс» был захват крупнейших в Европе нефтяных месторождений Баку и Грозного. От того, кто будет владеть кавказской нефтью, во многом зависели шансы на победу в войне. Наступление вермахта развивалось быстрее, чем ожидала Ставка Верховного Главнокомандования. Немцы прорвали Южный фронт и, не встречая серьезного сопротивления, захватив горные перевалы, устремились к Грозному и Баку. Сталин поставил перед Берией задачу не допустить дальнейшего продвижения немцев к стратегическим запасам нефти. 23 августа 1942 года Лаврентий Берия вылетел из Москвы в Тбилиси. Его сопровождали несколько офицеров, отобранные им для организации. В небе из-за технической неисправности самолет загорелся. Лишь мастерство полковника Грачева, личного пилота, позволило сбить планами в воздухе. Ночью самолет приземлился в столице Руси. Больше не теряя времени, Берия и его спутники отправились в Москву. На подступах к городу уже шли бои. Само присутствие на фронте Берии поднимало боевой дух солдат. Это значило, что сдавать Кавказ руководство страны не собирается. Уже к ноябрю немецкое наступление было остановлено. После ареста Берии в 1953 году среди предъявленных ему обвинений звучало и такое. Почему осенью 1942 года он не разрешил использовать войска НКВД в боях на Кавказе? Не пытался ли он таким образом развалить Закавказский фронт и отдать Кавказ немцам? Предположение совершенно абсурдное, но подчинявшиеся Берии дивизии НКВД на Кавказе численностью около 120 тысяч человек действительно в боях не участвовали. Они готовились к осуществлению другой операции, которая планировалась в обстановке строжайшей секретности. Еще до вторжения немецких войск на Северный Кавказ здесь начались вооруженные стычки националистических группировок с советскими органами власти. Обстановка накалилась в 1942 году. Сначала наступили германские армии на Кавказе. Фашисты сразу попытались привлечь на свою сторону местное население и с этой целью развернули пропагандистскую кампанию. На нее откликнулись участники банформирования, которые оказали поддержку вермахту в захвате кавказских территорий. Отряды бандитов нападали на обозы Красной Армии, грабили и убивали местное население, препятствовали перегруппировке советских частей. К бандам присоединялись дезертиры, многие из них с личным оружием. Националистами, как правило, руководили немецкие агенты, засланные в советский тыл для организации восстаний и диверсий. Уже после освобождения Северного Кавказа
Бандиты продолжали борьбу против регулярных частей Красной Армии и войск НКВД. Они организовывали засады, убивали местных партийных и хозяйственных руководителей, угоняли из колхозов скот. Диверсии прекратились лишь после 1944 года, когда советское руководство приняло решение о депортации, то есть насильственном переселении некоторых кавказских народностей в отдаленные районы Советского Союза, на Урал, в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию. Проведением депортаций руководили комиссар госбезопасности второго ранга Иван Серов, а также Богдан Кабулов, который долгие годы входил в ближайшее окружение Лаврентия Берии. Сам Берия был инициатором большинства операций. Он же лично контролировал их ход и утверждал инструкции о порядке переселения народов. На сборы переселенцам давалось 24 часа. Хотя главной целью репрессий были бандиты и пособники врага, при этом пострадало множество невинных людей, женщин, детей, стариков. По разным данным, в годы войны были принудительно переселены представители 61 национальности. Согласно секретным инструкциям, переселению не подлежали военнослужащие и женщины, состоявшие в браке с лицами иных национальностей. Переселенные граждане не лишались избирательного права, сохраняли членство в партии, звания и должности. Им разрешалось взять до 500 килограммов личных вещей на семью. Деньги и ценности не изымались. Массовые депортации стали одной из позорных страниц советской истории. За вину отдельных лиц народного меньшинства наказывался весь народ целиком. Решения о переселении принимались несмотря на то, что в Красной Армии продолжали служить и героически воевать с неприятелем многие представители осужденных народов. Еще в феврале 1941 года из НКВД в отдельную структуру выделили Народный комиссариат государственной безопасности. Это то, что касается кавказских народов, депортированных народов, не только кавказских. А вообще, весь фильм от начала до конца обеливает. Даже само название «Страна Советов, забытые вожди». Урак народа Андага. Да. Сейчас забытые вожди. В 2002 году их отсюда дешевле. Да, отличаться. Так, это вообще в любом случае пощечина, да? Всем депортированным народам. Вот этот фильм пощечина. И самое страшное, что в этом фильме Берию играет наш соотечественник Гунгучин. Все, пароль ваш вызывается, хорошо, а поверишь. Унижать держанцу, играть держанцу, а забыл Ахмада, сон возвеличил держана, Гунгучин, сон роль играть держанцу, Сугалаш, но я просто почему говорю, я пробный шарман, я шарман. Нагасана, я античампадяка, среди народов, среди этих акций, я помню, за сопротивление за Хачуалу, Сталин, Сталин, их это первый признак того, что они сегодня говорят. Цахан дяры, баладяр, ох дяры, мехамдер, ох, измон куах где-то я. Измон куах где-то без жертв ничего не бывает. Поэтому с кино «Гордечная с этим Хамбарц» как можно снимать фильм Сутвика и говорить забытые вожди. Это вообще эти люди, которые сняли этот фильм, они по логике вещей должны подлежать уголовной ответственности. Мурат Бахбаха. Военнослужащие, в том числе мой отец, он в Германии, окопичен, хагака, смершевцы, давочка, но остыш, они кричал, окопичен, хавак, я данных, в штабе, накачали, накачать,
штабе Писарь, он лучше Писарь, не беспокойся, я тебя высылаю вместо ссылки семьи. А же их не туда, откуда его забрали, а вместо ссылки семьи высылали. И оставили у него ни наградные, ничего. Одно вот на питание нужна карточка, с карточкой сюда нож, сюда пенсионер, сюда. Там изложит, сделаешь блин, вот это что это, никого там, военнослужащих, героев, никого туда не ссылали, не посылали. Всех ссылали. Высылали так. Я хочу вот такое вот заявление в дополнение, председатель Резина сделает дополнение. Я считаю, что надо нам обратиться в наш парламент, парламент Российской Федерации, обратиться на центральное телевидение с протестным письмом. Это оставить нельзя, это были единицы. Уверен, что для каждого жителя Ингушетии стало полной неожиданностью появление на Первом государственном канале телевидения России 4 февраля 2018 года фильм «Страна Советов. Забытые вожди» Лоренти Берия. Фильма, задачей которого является реабилитация врага народа, Берия, более того, его героизация. Авторы сценария смешали в одну кучу правду, полуправду с открытой и беспардонной ложью, и получилось то, что получилось. Фильм вызывает омерзение уже самим фактом такого бесстыдного искажения правды. Все поставлено с ног на голову. Выясняется, что Лоренти Берия, во-первых, вождь и не палач, и убийца. Во-вторых, патриот страны, а не гнусный приспособленец, порядочный семьянин, а не извращенец. И, наконец, просто эффективный менеджер. И это все о человеке, если его можно назвать человеком, который осужден и приговорен к смертной казни по совокупности совершаемых им преступлений. И на что необходимо обратить внимание, обвинения, преступления с него не сняты, как со многих других видов деятелей Советского Союза после смерти Сталина и отстранения от власти Хрущева. В приговоре, объявленном 23 декабря 1953 года, Берия обвинялся в том, что он сколотил враждебную государству изменническую группу заговорщиков, которые ставили своей целью использовать органы внутренних дел против государства и против страны. И правительства. Поставить МВД над партией и правительством для захвата власти. Суд под председательством маршала Конева признал его виновным также в моральном разложении. В мае 2002 года, уже в наше время, военная коллегия Верховного суда Российской Федерации признала Берию не подлежащей реабилитации. Другими словами, подтвердила ранее принятое решение, что Лоренти Берия является мерзавцем и преступником. По законам Российской Федерации он им и остается до сих пор. Сейчас идут слухи, что он хотел чуть ли не вернуться на путь Ленина, который вел НЭП для страны, что он хотел вернуться полукапиталистической, как вот сейчас идет Китай, к этой линии, там, начинают по-всякому, лишь бы оправдать его. От сотни лагерей, сотни измученных, священнослужителей. Миллионы погибших. Я предлагаю вот это такое вот обращение от нашего Совета ТЭПов к нашему парламенту Российской Федерации и до телевидения, центрального телевидения. Вот такой вот. Хорошо. Таких подлогов в фильме множество. Хрущев, Маленков, Булганин, Ворошилов, Молотов
По сути дела, все Политбюро и маршал Жуков преподносятся как заговорщики и авантюристы. Операция по изъятию Берия названа заговором. Берия добропорядочный гражданин, а все Политбюро и правительство мятежники. Чего стоят одни слова? Берия, как и все руководители того времени, не очень ценил человеческую жизнь. Берия гуманисты даже пытаются противопоставить кровавому диктатору Сталину. Депортация, проведенная под руководством Берии и в рваной форме, оправдывается. Только выражается сожаление, что пострадали старики, женщины и дети. Но это обычный эффект. Лес рубят, щепки летят. Главной целью репрессий, по мысли авторов фильма, были бандиты и пособники врага из народности Кавказа. А их по архивным данным того же НКВД в тогдашней Чечне и Ингушетии было всего несколько десятков. А в Ингушетии вообще и десятков не было. А то в основном сфабрикованных органами НКВД по заранее написанному сценарию. Авторы фильма сами признают, что решение о депортации северокавказских народов было принято еще в 1942 году. А именно поэтому 120-тысячная армия НКВД бездействовала, самое сложное для обороны Кавказа времени. Она предназначалась не для борьбы с немецкими оккупантами, а для борьбы со своими гражданами, со стариками, детьми, женщинами и невинными людьми. Как уже никакой опасности эти небольшие группки не могли представлять. В период завершения войны в 1944 году. Все. Махмед. Ну, я являюсь одним из представителей депортированных народов, Галгаев, Ингушум, Магомед Багуров. Фильм, который был продемонстрирован в выходной день, «Страна Советов», под названием «Страна Советов. Забытые вожди», о возвеличивании преступника, человечества, прошлого и нынешнего человечества, которое никогда не должно забыть это имя, как тирана, как чудовище 20 века, который жаждал крови только, Лаврентия Берия. Я считаю более чудовищными авторов сценария этого фильма. Это прямой плевок сегодня тем депортированным народам. Это прямой плевок Верховному Совету, который в 1991 году признал репрессии и все акты, все депортации незаконными, преступными, все эти акты. Это плевок всем депутатам того созыва, кто разрабатывал этот документ, великий документ, к сожалению, который в течение 26 лет лежит мертвым капиталом. Ни та власть не довершила его, ни нынешняя, даже и не думает. А то, что говорится о Лаврентии Берии, то давайте, куда мы денем миллионы человеческих жертв, абсолютно ни в чем не повинных. Тысячи депортированных разных национальностей, в том числе и моя нация. Моему отцу на тот момент было 17 лет, когда его выселяли. Буквально через 2 года он попал в сталинские лагеря. 500 килограмм разрешили ему с собой везти? Чем это разрешили, правильно? О тех килограммах, о которых мы сегодня говорим, что им разрешали взять с собой, кто сумел там сумочку или какую-то котомку взять немного пищи, а в остальном все, что принадлежало и драгоценности, даже именное оружие, или на тот момент каждый ингуш, каждый чеченец, кавказец имел право носить национальную форму, и национальным оружием считался кинжал. Мой дедовский кинжал остался. Может быть, сегодня он у кого-то на руках, у соседей, в большинстве своем.
О тех бандах, которые там настолько красочно говорится, что именно в защите Кавказа Сталин поручил Лаврентию Берии, он разрабатывал план здесь. План, то, что они войну, зная, что будет война, и накануне высший эшелон командного состава, который расстреливался, которые находились в лагерях, это чьи заслуги? Это Берия заслуги. К началу войны абсолютно это сегодня демонстрируются очень хорошие фильмы. Очень хорошие фильмы. Достаточно одного слова, где герой, маршал Победы Георгий Константинович Жуков в одном из фильмов говорит: «Будь ты проклят, и потомство твое будет проклято». А потомство он на сегодняшний день оставил, это видать по этому фильму. Сценарий очень красиво подготовлен, очень красиво. Ну давайте так, коль 44-й год, а какова была необходимость в начале войны? Не переселяют эти народы. Только одна моя нация, 2 дивизии элитных парней, 20 с лишним тысяч, 20 тысяч, это 2 дивизии. 21 700 чем-то человек. Это сегодня исторический факт. Это цифра, архивная цифра. Это только ингушская национальность. Магомед, из 97 тысяч национальностей, 7 тысяч. Я беру только пример. Если взять с чеченцами, война вместе, их наберется, ой-ой-ой, сколько. 20 сделался. Да. Я что хочу сказать. Но нет ни одного случая предательства или перехода на сторону врага. Ни одного чеченца-ингуша нет факта. И послевоенный период, когда чеченцы и ингуши выполняли интернациональный долг в Республике Афганистан, нет ни одного случая перехода, когда десятки других народов имеют этот факт, предательский факт. А когда война была уже на Западе далеко, в 1944 году, с передовых моих соотечественников снимали прямо с окопов все награды, изымали. Есть люди, в которых остались они, может быть, по чистой случайности. А всего лишь карточка на довольствие, продовольственная, и все. Вы выселяетесь в семье, где находится ваша семья. Место ссылки семьи. Место ссылки семьи, да. Я о чем хочу сказать. Сравните начало войны, что банды были, и 44-й год, когда война уже далеко. Это далеко изначально запланированная акция. Запятнать эти народы, сломать их как бы морально, погубить их честь, которая никогда никому не получится. Честь у войнах всегда была на первом плане. Она и есть, и будет. Сегодня я что хотел бы сказать. Создатели этого фильма накануне президентских выборов, это настолько красочно закинутый фильм, а федеральная власть молчит. Молчит. Сегодня возводили опять Сталина. Да. И Первый канал, там очень такой канал, где постоянно националистические выходки там есть. И прослеживаются в отношении одних и тех же народов. Вот эти выпадки. Я считаю, сегодня называть Берию забытым вождем. И более того, я хотел бы сказать один факт. Если бы мой народ был жесток или составлял, как вот там выражается, из бандитских каких-то формирований, семью этого Лаврентия, этого гаденыша, сослали именно к нам. В Алмату. В Алмату сослали. Но ни один в войнах, ни чеченец, ни ингуш, не соизволил тронуть его супругу и его детей. И мать его.
и мать его. Вот этот факт достаточно. А их не зря сослали туда, чтобы свершить над ним то зло, которое он совершал над другими народами. Но однако мы сохранили свое лицо, свою порядочность в отношении этого чудовища. Мы по воле такой Всевышнего, народ такой, мы слишком доверчивый, чрезмерно доверчивый. И эта доверчивость нас во все времена губила. Но на сей раз я просил бы все народы, которого коснулась эта депортация, И не только. и не только депортации и репрессии, не отмалчиваться и не сидеть, и дать должную оценку этому тирану 20 века. И тем, кто Инициатором этого И фильма. инициатором. Я думаю, инициаторы этого фильма обязательно понесут какое-то наказание. Я хочу сказать о себе, в частности, о себе, о истории моей семьи. В 1944 году, когда нас выселяли, в тот день мне было год и 2 месяца. Мой отец в то время демобилизован был как непригодный для дальнейшей службы. В семье была получена похоронка до этого. Отец погиб. Но он 3 месяца пролежал в больнице, в госпитале и вернулся живым. Он имел 17 осколочных ранений. Конь, в котором он ездил, наступила на мину. Служил он в войсках НКВД в заградотряде дивизии, когда была Чечено-Ингушская сформирована. Ни шагу назад, когда указ дал Сталин. Он был в заградотряде командиром. И по ранению потом демобилизовался. В день высылки, значит, когда собрали всех мужчин в мечети, мой отец сидел, перочинным ножом чистил ногти. А перочинный нож был памятником младшего брата, который без вести пропал в войну, Шамсуддин Хаштыров. Потом он прислал письмо, что он изменил имя отчество Александр Михайлович. Был он Шамсуддин Мухаджирович, а изменил, чтобы с фронта не уйти, изменил имя отчество Александр Михайлович. И он сказал, это память, говорит, моего брата, какой нож, какое оружие. Вам не положено оружие, капитан НКВД. И отец его ударил пинком. Потом к нам мать рассказывала, заехала машина, что бегали во двор, на печке пекся чурек. Я, говорят, мать рассказывала, плакал, просил чурек. Этот капитан взял меня за шиворот и выкинул, как щенка на снег, на улицу выкинул, за порог дома. В тот день снег шел, говорят. Бабушку и маму ничего с собой взять не дали. Этот чурек даже даже не дали взять. Не разрешили. Не разрешили, капитан. Взял, говорит, ведро воды, залил топку печи, погасил печь, выгнал бабушку и маму, меня выкинул оттуда и забил дверь. Ничего мы не взяли, наша семья ничего не взяла. 2 солдата, которые сопровождали его, этого капитана, один, говорит, азиатской форме был, где-то мусульманин, видать. Он подошел, заплакал, говорит, отдал свой солдатский котелок. Возьмите, может пригодиться, вот ребенку воды набрать. Вот с этим котелком мы уехали. Теперь на сегодняшний день, как я могу оправдывать Берию? Как власть может оправдывать? Власть пусть оправдывает, но я даю мужское слово. Если где-нибудь в моей жизни я увижу его памятник, я его взорву. Что бы мне это ни стоило, я буду взрывать эти памятники. За что меня выслали? За что я погубили мою жизнь, мою молодость, мое детство? Что я сделал? По сегодняшний день добиваешься справедливости. Да. Мама, вот наша душа.
поводу фильма, который мы посмотрели частично, там много вопросов вызывает. Что правда, что неправда, дукхамдецик. Перемешано все. Но Россия принятием закона о реабилитации репрессированных народов официально подтвердила, что все то, что совершали власть в то время по отношению к депортированным народам, является преступным. Официально признано, что это является преступным и не имеет никакого оправдания. Сегодня, выпуская такие фильмы, они же должны согласовать, наверное, этот вопрос. Можно выпускать, нельзя, ведь закон-то есть, закон латтажмади. И мы можем написать Вообще, просто как прокурор. преступнику может снимать. Почему допускается выпускание, выпуск таких фильмов? Очень интересно. Денем этого чего наука хейцон. Узмал воложился, лама здесь бусубнах мдивы. Так вот, соучо, и что вы отдохнули, соучо, чересчур дуци сейчас сунхич. Ханяцы, дала гордыш и Молдова дахам. Дала, вы этих отдохнули, цас болчар, бог качар, дух клади радас. Ахмад Газдеев, Дахи Гашлак Мальсалев, Картоев, Царгулк Везлят Тычхана. Вея, цик Адах Тачхан, вея Кам Халарьев, цас болчар. Ханяцы, Барт Халарвей. Барт Чо Баларвей цик. Дал вейн хадядас. Так, чересчур хамди, что диестервей. Сегодняшняя политика российского руководства, нашего руководства, мы хотим, не хотим в составе России, твердо наводит на мысли, что седок, власть наша, села на коня только задом наперед. Конь тянет вперед, а он смотрит назад. Иначе понять происходящее просто невозможно. Как можно оправдывать этого мерзавца, снимая сегодня эти фильмы, реабилитируя Сталина, что почти ежедневно мы свидетели показывают фильмы, где Сталин чуть ли не всемирный лидер был на тот момент, и неправильно Хрущев Никита Сергеевич его осудил, его деяния его пособников, начиная с того же мерзавца Берия, Серова, Кабулова, Мамулова, которые принимали самое активнейшее участие в депортации народов, помимо этого, в геноциде многих народов. Как можно такой фильм снимать сегодня? Как можно плевать в могилы миллионы погибших, растерзанных, расстрелянных людей, снимая вот погибших советских. Да. Снимая вот этот фильм и показывая на всю страну. Почему-то те страны двигаются вперед, к прогрессу. А Россия сама не понимает, где она стала на распутье, стоит и никак не определиться, куда хочет, зачем хочет и почему хочет куда-то идти. Как можно понять, вот этот, снимая этот, или был мерзавец, сын или внук тех, кто расстреливал, убивал, кто выселял. Иначе понять невозможно. Снимая этот фильм, любой человек задался бы вопросом, что же я творю. Я стал на одну линию с палачами, которые расстреливают невинных людей. Значит, он такой же. Он такой же мерзавец. Если он снял, и этот фильм показывается по экрану, по Первому каналу на всю страну. Ну, мы еще одно должны понять. Если этот фильм прошел, значит, добро дала власть. И в этом положении мы просто не можем, мы обязаны молчать, а твердо заявить нет. И этим фильмам, и этим мерзавцам. Ну все, вот все. Можно добавить это. Я бы хотел сказать за свою семью, за своего отца. Он в 1939 году поступил в Белийское артиллерийское училище. В 1941 году ему было только 17 лет. Едва исполнил 17 лет, на фронт не брали его. Он запросил военкомат Ингушетии, там в то время работал его двоюродный брат. Запросил справку, что ему исполнилось уже 19 лет. Он фактически с 21 года был. Сделали за 19 года справку, ушел на фронт.
защищал страну нашу, Советский Союз. Он участвовал в Сталинградской битве, дослужился до командира полка 203-го артиллерийского полка, входя в состав Западного фронта. По окончании войны в Сталинграде он направляется со своим полком на Курск. На Курской дуге участие принимал. С октября 1943 года по февраль 1944 года командовал артиллерийским полком. После этого он был награжден 2 орденами боевого Красного Знамени, орденом Красной Звезды за отвагу. В общем, у него было 9 наград боевых. Защищая эту страну, наш Советский Союз, проливая кровь, в 1944 году к нему приходят и говорят: вы снимаетесь с фронта, потому что ваш народ депортирован, как изменники Родины отправлены в Казахстан, и вы направляетесь туда. По подаче вот этого сволоча Берии Лаврентия Павловича. И почему я должен умалчивать и согласиться с этим? Я с этим не согласен. И я уверен 100%, об этом знает и власть, и российская власть, и руководство нашей республики. Почему они тоже умалчивают? В чем провинился ему отец, мой народ? Те, которые на фронте воевали, отвоевывали свои земли, завоевали ее и стояли насмерть. Дважды был тяжело ранен мой отец. За что? Не за свой огород, а за Советский Союз. И в результате его делают преступником. Преступник тот, кто миллионы человеческих неповинных людских смертей видел. У меня все. Еще раз прошу обратить внимание. Там не называется фильм ни нации, ничего. Мы сегодня речь ведем о том, что сам фильм про Берию преступник. Тимур. Тут много сказано, я коротко скажу. Сталина и Берия сегодня, конечно, начали обелять. Оказывается, они были такие и беленькие, и пушистенькие. Это делает центральная власть, федеральная власть. Недавно мы подписали заявление, обращение к Путину, как кандидату в президенты. Мы выразили в этом обращении свою поддержку нашего совета ТЭПов. И получается, что большого количества, большого числа ингушского народа в нашем лице выразило поддержку его кандидатуре. Что касается меня лично, я сегодня отзываю свой голос и свой подпись в этом обращении к Путину. Потому что Первый канал — это не какой-нибудь режиссерочка, это прямой рупор центральной власти государства российского. Это возврат к диктатуре похуже и поизвращеннее, чем было в Советском Союзе. Это мое мнение. Если я в чем-то ошибаюсь, это не коллективное заявление Совета ТЭПов, а Тимура Абадеева как председателя Союза репрессировал народов России. Это мое мнение. И я готовлю свое обращение и в прокуратуру на эту тему, и к самому Путину. Спасибо. Я добавлю. Недолго. Не. Вот я не к автору этого фильма обращаюсь, я хотел бы обратиться к своему соотечественнику, Адаму Булгучеву. Неужели именно вот эту роль надо было сыграть, который чинил над твоим народом, над твоими предками, над твоими близкими, которые сносили кладбище? Но неужели другой роли для тебя не было? Вот в последнее время несколько военных лет фильмов играет Лаврентию Берия. К сожалению, вот это вот чудовище в человеческом обличии, если можно так сказать,
вот это вот чудовище, он обязательно должен сыграть роль хороший выходец, с хорошей фамилией, Это соседи поиграли роль. Я не знаю, но неужели человек сам не может призадуматься и сказать, нет, извините, я не буду играть роль этого мерзавца. Магомед, я добавил, если его играет как преступника, как отрицательную роль, это можно еще понять. А у него восхваляют там, что мимика, который восхваляет Берия, это никуда не годится. совершенно правильно, совершенно. دغنا حديث أبوج بني بيت نجحسن لإشتغل الله وتقبلنا سماج دوسي طلبت جاي دكتور هيك دي نقطة سكتولج دينو دلج ونهيدلج بس ليه سلو بيه يوجد ساكن ساعد شو بس بيلفش دو في بارتياسي خلني ناس بيني بيا تعطيني ده شو مثلا بيل طلعت نزل ساعد شو الله في درس أفراد دي صدق بيكون هذا الحضور المنزل دينودر صدق بدرني خنيات بالاسم بيكون حال شوي خنيات في بدرني تقدر بيكون صوت زين تيشا بوز لأفراد ديت سامع دوتي تهير الكسر نيجي إردوس ديبات واش دوامش دو هم دي صحدا أبدي زكون اللي بتاعتي دي غير ستوب ذات صار بيرجو ورجيج جات عندك يا وصلنا مش خمشي وبلا اسمع больше за стол переговоров с Остинской строй я не сяду ни разу, потому что разговоры, переговоры ради разговоров вести я больше не буду. Пусть они выполняют свои принятые обязательства, больше ничего не надо. Вот ты молодежь, вам ходят, время волк бил держи, я бил держи, вот конец закончил, да, и время могут же тоже Сиан Самарина, Англия, Нифин, почему не наш парламент, не наш падишах, ни слова не сказал. Вот поэтому мы на них и пишем, так Я вообще-то считаю, что в связи с тем, что этот фильм сегодня уже вторник, в воскресенье его показывали, по логике вещей должна была быть какая-то реакция и руководства республики, и парламента республики, и общественности республики. Сегодня уже завершается третий день, никакой реакции. Меня это удивляет и смущает. Мы очень надеемся, что власти Ингушетии, и законодательная, и исполнительная власть прореагирует. И не только Ингушетии, и других кавказского народа. Они обязаны это сделать. Они обязаны это сделать. Иначе мы завтра столкнемся с тем, что Берию начнут ставить памятники на Кавказе.